Здравствуйте, дорогие друзья. Вторник, 7 мая 2024 года, 9 часов утра в Башкортостане и очередной выпуск «Аспектов республики» в прямом эфире на YouTube-канале. У микрофона сегодня я, Руслан Валиев, и в ближайшее время, около часа, мы проведем вместе, если у вас есть желание, обсудить текущую информационную повестку нашего региона и не только. В общем, мы затрагиваем так или иначе события, которые напрямую или по касательной имеют к нам отношение. Здесь мы стараемся говорить правду, здесь мы стараемся слышать разные точки зрения, в том числе и те, которые вы оставляете в чате YouTube-трансляции. Поэтому самое время напомнить про этот самый чат. Присоединяйтесь к нему, общайтесь между собой, закидывайте какие-то мысли, какие-то новости. Это все то, что делает наши встречи более содержательными. И вот уже буквально сходу наш постоянный зритель Руслан Гельманов первым желает всем доброго утра своей коронной фразой «Салям, Башкортостан». Делайте как он, ставьте лайки, это все никуда не девается. Я напоминаю всякий раз об этом, равно как и о том, что аспектам можно и нужно помогать с помощью добровольных пожертвований. Для этого есть различные сервисы, ссылки на которые найдутся у нас в описании к трансляции. Я имею в виду сервис Boosty, сервис Donation Alerts. В том числе прямо сейчас в режиме реального времени есть смысл помогать, наполняя вот эту вот шкалу, которая у нас всякий раз в одном из углов трансляции имеется. В общем, банальности, наверное, повторять не буду, хотя, с другой стороны, почему бы и нет. Время непростое, аспекты Башкортостана работают скорее вопреки, нежели благодаря. Но, с другой стороны, и все-таки благодаря тем из вас, кто, во-первых, смотрит, лайкает и кто все-таки помогает. Есть среди вас те, кто оформляет постоянные, скажем, пожертвования, регулярные пожертвования. Пусть зачастую они небольшие, но в любом случае значение имеют. Поэтому даже какие-нибудь 100 рублей в месяц – это тоже важно, друзья мои. Позади длительные выходные, связанные с 1 мая. Ну, например, со мной вы виделись, когда мы 1 мая, встречались. Вчера уже Разиф Абдуллин выходил. Впереди вновь, соответственно, длительные выходные. И график, сами понимаете, работы у нас будет не самым таким насыщенным. Но в любом случае, как говорится, следите за анонсами. А пока можно начинать, собственно, нашу содержательную часть. Начнем с погоды, с ее капризов, поскольку, в общем, важные темы мы любим с вами обсуждать все-таки уже, когда разогреемся, когда зрителей достаточное количество соберется. А у нас сегодня в планах довольно любопытные вещи, в том числе голосование на такие, знаете ли, животрепещущие темы. Так вот, с погоды. Я думаю, что те, кто, собственно, в городе находится, в Уфе, имею в виду, они и сами видели, и слышали, и свидетелями являются того, какой сильный ветер вчера был, и каким образом ущерб он причинял. Понятно, что об этом писали большинство СМИ. Например, Уфа-1. Шторм в Уфе срывает заборы, валят деревья. И пишут они, что показывают о том, что творит непогода в городе. Есть случаи срывов светофоров на перекрестках, которые в результате висели буквально на одном кабеле, угрожая сорваться в любой момент. Растяжки с дорожными знаками срывались, например, на развязке, на перекрестке напротив аграрного университета. Автомобили от этого страдали. Какие-то не очень закрепленные конструкции, вроде каких-то торговых палаток, мусора, и, конечно, большое количество деревьев. Это все то, что, скажем, по всему городу происходило. И ветер достигал, по официальным данным, 26-27 метров в секунду. Это чуть более 90 километров в час. И действительно, этот ветер считается уже довольно опасным. При такой скорости вообще рекомендуется как-то
скрываться, находиться в надежных помещениях. Ну, понятно, что скрыться всем в большом городе одновременно не получится, тем более, что рабочий день и у всех свои планы. В результате что мы имеем? Есть инцидент, строительная конструкция, забор, получается, вокруг строительной площадки упал на женщину, и Следственный комитет ни много ни мало отчитался о том, что начал по этому поводу проверку. На Зорге это все произошло. Судя по всему, один из объектов известной строительной компании «Жилстройинвест» имеет к этому отношение. И некоторые коллеги-журналисты на это особое внимание обратили, что вот, дескать, застройщик, в свое время вступивший в перепалку с Радием Хабировым и находящийся, застройщик имеется в виду, в постоянном тлеющем или перманентном конфликте с жителями той же самой улицы Зорги по поводу планов застроить часть территории парка Гафури. Рабис Салихов, я напомню, зовут учредителя, но, опять же, по последним, что ли, данным, с руководством региона там все наладилось, общий язык нашли, никаких больше публичных обращений Салихов не записывает, он один раз лишь выступил еще в ковидные времена, мы об этом во времена «Эхо Москвы» в Уфе много говорили. И он тогда жаловался, что вот передел рынка строительного в республике происходит в угоду новым, скажем, участникам этого рынка, пришлым участникам, а мы, которые многие годы работали во благо республики, города, строили зачастую неплохо, оказались не удел, жаловался тогда Салихов. И действительно был смысл в его словах, например, в той части, что, по крайней мере, его компания отличалась довольно-таки любопытными с точки зрения качества, новизны какой-то объектов. По крайней мере, те, кто покупали, среди тех, кого я лично знаю, объекты у этой компании, зачастую оставались довольными. Но, как мы видим и как мы знаем, опять же, из активности жителей Зорги, улицы Парковой и так далее, которые объединились в движение «Дворы наши», ну, скажем, все-таки компания имеет, скажем так, за душой не очень лицеприятные поступки. И иногда, идя наперекор мнению жителей, и причем идя наперекор жителей долго, упорно, настойчиво и никуда не сворачивая. Вот до сих пор история, о которой мы начинали говорить еще в 2019 году, она ведь не завершилась. Вот эта вот телевышка новая цифровая в парке и зона вокруг нее до сих пор вызывают споры, какие-то судебные решения. Вот недавно мы сообщали, что суд, уже не помню какой инстанции, предписал застройщику снести забор в зоне, в которой запрещено теперь строить, но компания, та же самая Жилстройинвест, этот забор долго-долго не сносила, а значит, наверное, хотела этот объект продолжить. В общем, вот все очень здесь, как у нас принято, как мы любим, запутанно и имеет много-много-много разных переменных. Вот, возвращаясь к нашей теме, и вот получается, теперь мы ждем от Следственного комитета, а кто же был виноват. Благо, женщина, конечно, хоть и пострадала, но не сильно. Судя по всему, помощь ей оказали, и она уже находится дома, опять же, если верить этим публикациям. Ну, а вам всем, что я могу сказать? Погода, она способна преподносить сюрпризы, поэтому, опять же, банальные пожелания быть внимательными и осторожными. Сегодня, судя по всему, будет лучше. Ветер уже стих. До 18 градусов аж обещают в Уфе. Солнечно. Но на сегодняшнее утро были прогнозы о том, что по региону возможные заморозки довольно-таки существенные. Там до 5 градусов мороза в некоторых местах они могли случиться. И, судя по всему, так оно и было. Поэтому, опять же, делитесь наблюдениями. С другой стороны, в это время неудивительно, что может быть тот же самый снег, который также выпал на днях на Урале и в Башкортостане в частности. И тут я увидел публикации от некоторых глав районов, ну, в частности, Балтачевского района для меня родного, что вот 50 лет не помню снега в это время. И меня это так удивило. Вы знаете, буквально несколько лет назад, в пределах 10, это вот точно, на 9 мая снег выпадал в Старобалтачево. 15-16 года ориентировочно. Поэтому никаких 50 лет, конечно же, нет. Бывает, что снег выпадает.
Например, в 99-м в середине июня ударил мороз, и мороз был серьезный, все погибло, все, что к тому времени росло. Поэтому надо понимать, что в нашей зоне погодные сюрпризы имеют место быть, ну уж в начале мая тем более. Удивляться этому не стоит. Лишь бы в дальнейшем все было относительно более-менее нормально и стабильно. Как говорится, труженикам села и владельцам собственных приусадебных участков в этом смысле хочется пожелать, чтобы все было нормально. Сергей Попов. Здравствуйте, Руслан. Внимательно смотрим ваш выпуск. Спасибо вам, Сергей. Кстати, вот не узнаю вас в том смысле, что, видимо, раньше вы не писали. И это очень важно, когда новые зрители, или пусть даже не новые зрители, но новые участники чата у нас появляются и пишут что-то в этом самом чате для того, чтобы темы обсудить. Ну, а у нас есть еще о чем поговорить. Движемся дальше. Тот же сайт УФА-1, ссылаясь на Уфимскую мэрию, сообщает, что ждет уфимцев в День Победы. Проведут парад и покажут ретро-технику. Значит, во второй раз уже праздник начнется с возложения цветов к памятнику Минигалише Шаймуратову на Советской площади. Аналогичное мероприятие пройдет у Вечного огня в Парке Победы. В них участие примут ветераны Великой Отечественной войны, руководители республики и представители ветеранских организаций. В том же Парке Победы откроют памятник Гази Загитову, уроженцу Башкирии, который установил Знамя Победы над Рейхстагом в Берлине. Так, ну, я, конечно, помню, что задание установить флаг Победы было дано множеству групп штурмовых, которые брали Рейхстаг, но мы же прекрасно знаем по официальной версии, кто водрузил все-таки Знамя Победы над Рейхстагом. Мелитон Кантария и его сослуживцы, еще двое. К сожалению, сейчас не назову имена и фамилии. Среди них, насколько я помню, нет Гази Загитова. Ну, окей. Возможно, я, опять же, не всей информацией владею, и Гази Загитов был одним из тех, кто это тоже сделал, возможно, не первым. Но, опять же, мы же прекрасно понимаем, что во многом все вот эти версии официальные, много-много лет транслируемые, они, возможно, опять же, утверждать нельзя, были в свое время нужным образом, ну, скажем так, сформулированы для того, чтобы не было никаких двойных, тройных толкований. Вот. И, кстати говоря, по поводу ветеранов. Понятно, что эта тема, знаете, на сегодняшний день крайне сложная. У нас на сегодняшний день, опять же, на все случаи жизни, скажем так, достаточно административных и уголовных статей и на эту тему. Не дай бог, кто-то что-то где-то не так сформулирует, тут же реабилитацию нацизма начинают навешивать на людей, хотя люди совершенно ничего подобного не имеют в виду. Когда, например, пытаются находить минусы и находят их справедливо в том, как неэффективно управлялась, например, Красная Армия в первый год войны, или как негативно повлиял на подготовку к этой самой войне верховный главнокомандующий того периода. То есть это всего лишь навсего рассуждение о том, какие в истории есть нюансы, а они всегда есть. Но на сегодняшний день, как мы уже выяснили с вами, и вы и без меня это знаете, очень легко угодить вот под что-нибудь такое неприятное и ужасное. Вот, но факт остается фактом. Буквально 89 лет со Дня Победы только уже, соответственно, 79, прошу прощения, со Дня Победы уже будет на днях, послезавтра. И говорить о том, что у нас большое количество живущих ветеранов, реальных ветеранов и фронтовиков, мягко говоря, язык не поворачивается. Да, есть отдельные у нас долгожители среди, в том числе и ветеранов мужского пола и женского пола. Но вот когда говорят ветераны во множественном числе, и причем говорят, скажем так, не в масштабах какой-то там крупного образования вроде Башкортостана, а буквально в каждом районе, в каждом, я не знаю, селе умудряются находить этих самых ветеранов. В общем, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Есть в этом смысле сомнения. Иной раз
скажем так, в последние годы ветеранами стали называть тех, кто к этому практически отношения не имел, к сожалению. Но государственная политика такова, что а, идея превосходства не только оружия, но и страны над всем миром, она нуждается в том, чтобы подогревать ее историями из прошлого. И поэтому празднование Дня Победы в последние годы приобрело дополнительных много смыслов, которые, конечно же, транслируются прежде всего государством. То есть тогда, когда количество ветеранов действительно было достаточным, когда они нуждались во внимании, ну, скажем так, празднование было относительно скромным. И риторики ура-патриотической было меньше. Потому что сами ветераны, кстати говоря, этого не любили. Не любили об этом говорить много. Да, они там, я не знаю, фронтовые 100 грамм свои поднимали, сослуживцев вспоминали, но мышцами и оружием бряцать не очень-то хотели. И вот теперь, когда их практически не стало, руками государства на передний план выносится именно вот эта милитаристская составляющая, которая призвана сделать так, чтобы все вокруг боялись и считали, что вот мы якобы можем повторить. В общем, вы и без меня это все прекрасно понимаете. Я думаю, что вас в большинстве своем также смущает то, во что это все, к сожалению, превращается и уже превратилось. Но что есть, то есть. Тут ничего не изменишь. Остается лишь добавить, что акция «Бессмертный полк», связанная с памятью, со скорбью тех, кто погиб в годы войны или прожил после этого какое-то время и потом скончался. Вот эта акция не проводится уже не первый год. И не проводится она, судя по всему, по вполне себе понятным причинам. И безопасность тут, так называемая террористическая угроза, далеко не на первом месте. Скорее всего, мы об этом уже говорили, не хотят, чтобы на эту акцию вышло большое количество родственников погибающих на современной войне, которая называется СВО и идет на Украине или в Украине. Вот такая вот ситуация, к большому сожалению, имеется у нас. Но еще все-таки, наверное, мысль одну в этом направлении скажу. Ничто и никто не мешает тем из нас, из вас, кто все-таки считает этот праздник важным, так или иначе его отметить, почти в память собственных близких, посетя могилы их, в конце концов. Я, например, это делал всегда, стабильно, многие-многие годы. На 9 мая посещал могилу деда, ветерана Великой Отечественной войны, который умер еще в 96-м, не успев, на самом деле, хотя и планировал все-таки, не успев рассказать мне детали, о которых собирался поделиться. Хотя очень долгое время отказывался, считая, что это не то, чем нужно делиться, и не то, что нужно знать. Ну вот, в общем, то, о чем я говорил выше. Так, ну, дальше. Я думаю, что о Дне Победы мы еще поговорим. Кстати говоря, возможно, даже и в эфире встретимся в этот день. Почему бы и нет. Пользователь «Всем привет» пишет. Пригласить в эфир представителей башкирского «Яблока». Скоро выборы главы РБ. Интересно, будут ли они выставлять кандидата? Ну, хорошо. Как вы знаете, я лично с гостями никак не связан. Я сам приглашенный ведущий в аспектах и веду лишь утренние программы в качестве единственного спикера. Но я передам коллегам. Я думаю, что они сами увидят ваши пожелания. Почему бы и нет? Представители «Яблока» есть. Хоть какие-то политические силы в регионе представлены. Ну, действительно, почему бы и нет? Где еще, кроме как на аспектах, как говорится, можно услышать мнение, ну, хотя бы вот таких вот относительно независимых и демократически настроенных политиков? Тем временем те же самые аспекты сообщают, что в Нью-Йорке состоялся пикет в поддержку российских политзаключенных, в том числе Фаиля Алсынова, включенного в реестр террористов и экстремистов. На массовый пикет вышли активисты неформального такого движения «Протест Нью-Йорк».
по-английски, разумеется, это все называется. Об этом изначально сообщило издание Росньюз. Акция состоялась на Таймс-сквер, то есть в самом центре Нью-Йорка. Неравнодушные люди вышли с плакатами в поддержку журналистки Росньюз Марии Пономаренко, также известный политзаключенный Саши Скочеленко и Фаиля Алсынова, а также и других политзаключенных. Это важно отметить. И здесь вот видны фотографии тех людей, с изображением кого эти люди вышли, за что им, конечно, спасибо. Вот эти вот, пусть небольшие, но периодические повторяющиеся акции солидарности, я их так назову, и, наверное, буду прав, они имеют, ну, такое, знаете, морально-психологическое значение, наверное, не больше, конечно, но даже этого значения вот для тех, кто, собственно, находится под преследованием, кто репрессирован де-факто, для них это важно, потому что они об этом узнают, им об этом сообщают с помощью писем, родные, близкие, другие сочувствующие, и здесь остается, точнее, лишь призвать вас, кто также неравнодушен, поддерживать. Да, не про пикеты речь, это то, что на сегодняшний день запрещено, несмотря на то, что разрешено по Конституции. Но писать письма пока еще не возбраняется. Как правило, те, кто находится в российских СИЗО или уже в колониях, могут получать письма, отправленные с помощью онлайн-сервиса «Зона Телеком». Очень легко, кстати, работает. Можно скачать мобильное приложение и буквально на ходу писать письмо, не прибегая к бумаге, к конверту. Единственное, нужно будет оплатить услугу с помощью любой банковской карты любого российского банка. Вот, поэтому политзаключенных нужно помнить. Тем более сейчас у нас таковых только по баймакскому делу все больше и больше. Ну вот, кстати, постепенно к этой теме сейчас мы будем переходить. Давайте-ка я сразу, наверное, скажу, а где она у меня? Ну, в общем, по Баймаку-то нового ничего сегодня нет. Вчера вот я думаю, что Разиф Абдуллин вам рассказывал о новом эпизоде, что новые задержанные появляются по этому делу. Поэтому, как выяснилось, даже я ошибся. Человек, который обычно скептически настроен, который, мягко говоря, оптимизма мало проявляет, говорил, что вроде как задержания закончились. Да, там около 85 фигурантов у нас по подсчетам было. Но нет, в последние дни новые появляются случаи, и это, мягко говоря, ну, удручает и удивляет одновременно. Почему это происходит сейчас, спустя несколько месяцев? Людей задерживают, мужчин, ну, скажем, даже не молодых, как это принято, отцов, работящих, порядочных мужчин по пути на работу задерживают буквально вот в эти дни, что, опять же, свидетельствует и подсказывает нам о том, что процесс будет длительным. И, как мы уже поняли, он будет очень массовым. Вообще, общался я с специалистами, скажем, по правозащите, с юристами, кто что-то понимает в этом деле. И действительно, есть сценарий, который наверняка попытаются отработать власти максимально быстро. А именно, сначала провести процессы по тем фигурантам, кто признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием. Это упрощенная форма. Там отсутствует фактически судебное следствие, потому что человек якобы сам признал, и значит, это так оно и есть. Эта форма позволяет, мягко говоря, не париться прокурорам, адвокатам по назначению чаще всего, судье, да никому не париться. И в результате человек, признавший вину, получает, конечно же, приговор, но якобы он мягкий получается относительно. При этом, если вот эти дела будут рассматривать военные суды, такое тоже у нас бывает, как вы знаете, а военные суды — это, мягко говоря, еще более ужасная ситуация, нежели гражданские суды, то там есть еще и ограничения по смягчению, так скажем. В любом случае приговор должен быть связан с лишением свободы. Нельзя давать условные сроки. Знаете, военные суды обычно касаются, так скажем, террористических статей.
не только, собственно, терроризма акта, но и оправдания терроризма. Когда человек говорит, ну вот, эти ребята, наверное, не такие уже бандиты. И этого достаточно, чтобы сказать, что он оправдывает терроризм и отправить в военный суд, который не может дать даже условного срока. Понимаете, что такое военный суд? Так вот, предположим, я сейчас утверждать не могу, что фигуранты, признавшие вину, пошли через военный суд, им дали всем реальные сроки, пусть по минимуму, ну, условно, 5 лет, и этот приговор вступил в законную силу. Этого приговора будет достаточно для следующих судов над теми, кто вину свою не признал. В качестве, опять же, аргумента, доказывающего, что а. Беспорядки были массовые, б. В этих беспорядках участвовали люди. Более того, те, кто пройдут по первому кругу и признают свою вину, наверняка, к сожалению, опять же, осуждать нельзя, но надо смотреть правде в глаза, дают показания против других. Ну, даже не напрямую называя имена, возможно, они этих имен не знают. Им показывают съемку оперативную или даже вот любую, которая в интернете есть. И человек говорит, да, я вот этого человека там с усами видел, а вот этого не видел, а вот этого видел. И вот это все комбинируется, шьется, в конце концов, вот в это вот то, что называется большим уголовным делом. В общем, опять же, как вы понимаете, оптимизма здесь немного, но наша задача, как общественности, как журналистов, об этом говорить. Я вот надеюсь, что в одном крупном СМИ, независимом, скоро выйдет большой материал на эту тему, в создании которого лично я и мы с коллегами в целом принимаем участие, пытаясь собрать по максимуму эту информацию, чтобы они узнавали, в том числе те, кто либо ничего не знает, либо уже стал забывать. Потому что, как это, к сожалению, устроено, информация в наш век живет недолго. О Баймаке, о Башкортостане день и ночь говорили, собственно, вот в январе, в начале февраля. Интересовались, интервью брали у меня, в частности, очень многие, да. И все это было, казалось бы, важным и актуальным. А сейчас ничего не происходит, на первый взгляд ничего не происходит, и интерес, к сожалению, угас. Хотя самое это ужасное это впереди, судя по всему, потому что суды только-только начнутся в обозримом будущем. Так, Фарваз пишет. Очень внимательно смотрю и слушаю из села Поляковка Учеринского района Башкортостана. Спасибо вам большое, Фарваз, и за то, что вот в том числе открыто, скажем, да, говорите, откуда вы. Хотя я бы, наверное, учитывая обстоятельства, район бы, наверное, указывал бы, а дальше и не обязательно. Мало ли, как говорится, всего можно ожидать. Так, ну, все-таки к репрессиям другого рода. Ну вот, например, на бывшего юриста штаба Алексея Навального в Уфе, штабы у нас ликвидированы и признаны экстремистскими, на Федора Телина, который у нас сам по себе иностранный агент, составили протокол по статье о непредоставлении отчета иностранного агента. Это, кстати, уже третий протокол, составленный на Телина из-за нарушения так называемого иноагентского законодательства. 14 декабря 2023 года его оштрафовали на 30 тысяч из-за непредоставления отчета иностранного агента, а в апреле 2023 еще на 30 тысяч. Значит, вот что важно. Ну, как бы Федор Телин давно уехал из России, из Башкортостана, живет в Литве, насколько я знаю, и, в общем, занимается какой-то деятельностью, ну, насколько я знаю, правозащитной прежде всего. Тем более, что он юрист и имеет соответствующий опыт. И тут я должен сразу оговориться, безусловно, я не считаю ярлык иностранного агента чем-то плохим, чем-то предосудительным. И, как мы уже не раз говорили, это скорее знак качества, знак того, что человек неравнодушен и способен на какие-то правильные действия, связанные с отстаиванием свободы слова, правозащиты и так далее. Вот, это первое. Вот, второе, это то, что часть людей, имеющих вот этот вот статус, не отчитываются, а часть отчитываются и ставят вот эти вот плашки, да, когда они подписывают.
И здесь вот некоторые начинают спорить, а вот правы те или другие. Я считаю, что тоже неуместно здесь. Каждый решает для себя сам, а нужно ли ему самому себя подписывать, что он иностранный агент, даже если он находится где-то далеко, не нужно ли. Это все-таки дело индивидуальное. Важно другое. Человек имеет этот статус. И, в общем, за это его стоит как минимум уважать и морально хотя бы поддерживать, если не напрямую. Вот. Что касается Федора, мы с ним работали, в том числе на избирательном участке, кстати говоря, где я был членом комиссии, он был наблюдателем на последних выборах, где мы участвовали. Это 21 год, выборы в Думу. И неоценимую помощь он и другие участники этого процесса оказали, собственно, мне, для того, чтобы показать модельный результат на том участке. Единственное, что вот он пришел вчера с комментарием под эту новость, что аспекты его игнорировали и не писали о том, что он получал штрафы раньше, а теперь вот решили написать. Вот что блокировка Роскомнадзора животворящая делает, сделал он вывод. И, мягко говоря, я, конечно, удивился. Даже спросил у коллег, а писали об этом или не писали. А если не писали, то почему? Никто даже не помнит. Ну, то есть нет никаких умыслов что-то, я не знаю, утаить или не утаить. Вот что важно понимать. Это я сейчас просто на примере отдельно взятой истории хочу показать для всех, что не нужно ждать чудес от маленькой, небольшой, но все-таки редакции аспектов. Да? Ресурсы ограничены, человеческие, финансовые, временные, технические и так далее. Поэтому говорить о том, что вот такого рода небольшое издание способно объять абсолютно всю информационную картину и написать в нужный момент обо всех деталях, это невозможно. То есть и сделать вывод, что если не написали, то ага-га, там, значит, ай-яй-яй, то есть цензура, там, самоцензура и прочее. Нет. И он цитирует мое собственное интервью одному иностранному изданию, где я говорил про вот некие стоп-листы, которые существовали в момент основания. Но это касалось исключительно эфиров, но никак не новостей. Поэтому все-таки я склонен возразить вот на эти претензии и призвать все-таки к рациональному, что ли, к взаимовыгодному, дружественному диалогу. Особенно тем людям, кто все-таки исповедует одинаковые взгляды, одинаковую точку зрения. Тут не могу не упомянуть многочисленные споры в медийном пространстве, связанные с последними видеопродуктами Фонда борьбы с коррупцией, запрещенного, заблокированного и ликвидированного, который выпустил фильм, посвященный становлению нынешнего политического режима, и корни его найдены в 90-е годы. Цикл называется «Предатели», я думаю, вы и без меня прекрасно знаете. На этом фоне споры, дискуссии вполне себе правильные и уместные, на мой взгляд. Я тоже в них даже участвую по мере возможности. Но иногда эти споры перетекают в, опять же, навешивание ярлыков и установление неких диагнозов, в общем, к размежеванию. Вот это лишнее. Это то, от чего я бы хотел все-таки предостеречь. И призвать к тому, чтобы этого было меньше. Дальше двигаемся. Юрий Шевчук, наш замечательный соотечественник, которого пока еще остерегаются признать иностранным агентом, вновь отличился, хотя, мягко говоря, ничего особенного он не сделал, но возбудились так называемые турбопатриоты. Его, Шевчука, призвали проверить по статье публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности из-за речи на своем концерте в Дубае. Что сказал Шевчук буквально? Есть две концепции исторические, как историки шутят. Первая концепция – это то, что вначале все было хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной херней. А вторая концепция – что вся эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим. Я придерживаюсь второй точки зрения. Эта концепция вывозит, сказал Шевчук. В общем, с улыбкой на лице, в форме шутки, сказал общие вещи, которые на самом деле вполне уместны. Знаете, даже на школьном уроке истории ученики с преподавателем или между собой должны эти вещи говорить, должны их обсуждать, спорить аргументированно, ту или иную точку защищая, точку зрения.
Но вот возбудились по поводу Шевчука и хотят теперь, значит, новое уголовное дело, или, ладно, не новое, просто уголовное дело возбудить, потому что все-таки раньше у него была административка после концерта в Уфе в 22 году. Значит, мало считают, что с ним работают. Концерты Шевчука уже отменены в России, но он продолжает оставаться на родине. Уж не для того ли, чтобы он не возвращался вообще из своей заграничной поездки? Это делается сейчас. Все может быть. Но донос написал некий председатель некого Совета отцов России Андрей Сгонников. Понятно, что ни о чем и никому это имя не говорит. Да более того, такого рода имена, они скоро будут забыты, затоптаны историей, опозорены и оплеваны. Но иначе быть не может. Это совершенно, знаете ли, ну, такая вот порода человеческой натуры, которая, ну, требует всяческого презрения и в конце концов этого презрения добивается. Но в какой-то момент времени, в каких-то исторических периодах, вот эти вот товарищи, которых можно назвать одним обобщением Шариковы, они получают возможность, скажем так, себя проявить. Все свое негативное нутро, всю свою сволочную сущность вынести наружу для того, чтобы попытаться облаять, оплевать достойнейших людей, представителей нашего народа. Ну вот, мы за этим наблюдаем с прискорбием сейчас, но надо запоминать такие вещи, надо фиксировать для того, чтобы, в конце концов, без ответа эти люди не остались. Это важно. Вот, это то, что касается так, текущих событий. Но я не могу не отметить комментарий Руслана Карачурина. Это сугубо его личное мнение. Каждый имеет право выражать свою мысль. Я считаю, что он прав. Ну, вообще, видите ли, на сегодняшний день де-факто в России каждый не имеет права выражать свое мнение. Это надо уже как бы все-таки понять, признать. Да, у нас до сих пор в Конституции написано, что цензура запрещена. У нас до сих пор действует закон о СМИ 1991 года. Но параллельно с этими нормативными актами, скажем, действует и множество других законов, которые успешно принимает, например, нынешняя Государственная Дума, день и ночь закручивая гайки и придумывая репрессивные механизмы. И эти механизмы очень легко перекрывают все те свободы, которые записаны в том числе и в основном документе. В общем, опять же, банальные вещи вроде бы произнес, но надо знать, может быть, кто-то еще и не до конца это понял, к большому сожалению. Так, вы знаете, сейчас одну вещь я должен проверить, буквально, да, вот тут меня предупреждают. Давайте так, небольшую паузу сейчас сделаем для того, чтобы проиллюстрировать следующую новость. У нас в республике народ разный же есть, да? Кто-то вот что-то пытается понять и смотрит, например, аспекты, а кому-то хоть кол на голове чеши. Давайте посмотрим, как владелец квадроцикла попытался и даже смог залезть на Шихан-Таратау по его склону. И вот так вот, оказывается, тоже можно. Но не нужно. Мы тут по лестничке мудохаемся, а он вот так сел и поехал. А мы вот так вот. Вот так вот. И вон туда. Красиво, конечно, но опасно. Ну, вот видите, да, то есть мы тут с вами говорим о каких-то важных вещах, там, о свободе, о необходимости говорить правду, иногда говорим про экологию, ну, как даже часто говорим про это, про активистов. И вот послушаем, кстати, скоро фрагмент вчерашнего гостя «Аспектов мнения» Буранбая Аскарова. А в это же время наши с вами соотечественники, соседи, ну, вот они вообще не парятся, да. Человек там денег заработал где-то каким-то путем, купил себе технику и считает, что ему все можно.
Хотя рядом с этим склоном лестница выстроена специально, чтобы туристы поднимались не по живой траве, не по живому дерну, а именно по лестнице, чтобы не портили своими ногами а, биосферу Шахана Таратау конкретно в данном случае. Но, видимо, человек, глядя на эту лестницу, думает, что лестница построена только, чтобы людям было как-то удобнее подниматься. Хотя люди, например, так не считают. Большинство говорят, что им проще подниматься напрямую, не петляя по лестнице. Ну, в общем, что у них в головах, одним им известно, хотя, может быть, и даже им неизвестно. Но, глядя на такое, становится печально. И вот давайте послушаем, что говорит экоактивист из Хайбулинского района Буранбай Аскаров. Он был когда-то гостем, в том числе и моего эфира, еще из Уфы. Ну вот вчера он был у Разифа Абдуллина, и, на мой взгляд, важные вещи тоже были вчера озвучены. А я скоро к вам вернусь. Можно ли считать поведение вот такое варварское к земле со стороны золотодобывающей компании, ну и не только, наверное, золотодобывающих, истинной причиной всех баймакских событий? Как вы считаете? Уже сколько лет происходят сходы граждан по незаконной разработке месторождений, по именно интересов людей не засчитают. То есть здесь уже вот баймакское событие не только проблема Фаиля было уголовное дело, а здесь было совокупно именно 10-15. Ну, то есть там цепочка. Да, сначала цепочка, да. Условно Вот говоря, это... Вишмурзина был сход, что он не просто так был. Там же конечно, возмущались как раз поведением золотодобывающей компании. Деревня не должна быть существовать, да, по их. Потом Тимясево такая же ситуация. Хребет и Рандык защищали. Да, Подольск такая же ситуация происходит. Но добыча-то идет, кто-то миллиарды получает, а местное же население абсолютно ничего нету. Не только говорим о дорогах, допустим, о работе. То есть уже вот эта цепочка была, и здесь, наверное, еще искусственно нагнетали. Вы имеете в виду, что сами беспорядки, как таковые, их могло бы и не быть? Потому что 15 января люди собрались, все прошло мирно, потом перенесли оглашение на 17-й, тут было скопление уже и сотрудников правоохранительных органов, и там какой-то был другой сценарий, уже не мирный. И причем этого не со стороны жителей, вот, ну, на мой взгляд, а со стороны, я не знаю, ну, условно возьмем, как сейчас пишут, провокаторы, может быть, это был сговор на высшем уровне, мы этого сейчас доказать не можем, но, по крайней мере, граждане не пришли для того, чтобы что-то крушить. Да, совершенно верно. Никто не собирался там что-то делать. Вопрос в том был, как глава республики написал заявление донос Фаилю. Я напомню, что речь идет о Фаиле Алцынове. Алцынов сейчас внесен в список экстремистов-террористов. Да. А все вопрос же от этого идет. Здесь большая целенаправленная именно дискредитация населения идет. Ну, вы верите в официальную версию, то, что там собрались сепаратисты по указке из-за рубежа, которые призывали отделить Башкортостан от России? Нет, такого нету, абсолютно нету. Там просто жители собирались, допустим, за рубежа. Кого имеете? Вагабасова? Ну да, который сейчас признан иноагентом и тоже внесен в список экстремистов-террористов. Вот, допустим, можно проехать, да, башкирский Заураль, не Заураль, а Юго-Восток, да. Может быть, его 1% даже люди не знает. Не знает не только, о каком отделении можно говорить. Здесь вопрос же... Но про Баймак все-таки там были такие лозунги или нет? Вот, нету. Как такового нету. Там просто люди собрались из-за несогласия уголовного дела Фаилю. За слова получил 4 За слова, да. Но если вот рассуждать, местное население, допустим, несправедливое отношение к ним со стороны государства, главных руководителей республики, да, вот от этого же идет. То есть отношение, простое отношение. Допустим, вот эта медицина. Сегодня должны, допустим, с Акера везти должны больного в Сибай. По таким дорогам. А как можно везти человека, допустим, с инфарктом поступивший? Вот недавно случай был, мой родственник умер с инфаркта. Его, конечно, допустим, привезли в Акер, да? Ему помогли бы. Но он на дороге Сибай умер. А таких случаев очень много, но об этом люди не говорят. Просто... Потому что это личное горе, и вроде бы как... Ну да. Это надо... А можно же их спасти, если во время оказали бы медицинскую услугу? У нас же добывается много, а взамен же людям же ничего не дается для жизни. Мы же не просим, как в Кувейте, как в арабских странах, чтобы за каждую проданную тонну, допустим, или килограмм золота определенную, допустим, каждому жителю республики дивиденды. Мы просто хотим, чтобы у нас были нормальные дороги, медицина нормальная была, образование было, чтобы люди нормально, спокойно жили. Ну, плюс еще экология не забываем. Да, экология, да. Но сегодня вот по экологическим это большая проблема. Это катастрофа, можно назвать. Мы не можем просто так изымать и взамен ничего не давать. Допустим, природе, да? В этой области должно быть уже понимание другое.
Ну что ж, вот такой фрагмент, довольно эмоциональный, содержательный. Послушали мы с вами. И, на мой взгляд, молодец вот Буранбай Аскаров, то, что эту деятельность ведет. И о ней говорит. Вдогонку к тому, что люди написали, также скажу. Вот Фания Сулейманова спрашивает, когда против Яруллина откроют уголовное дело за добычу золота в Учалах. Хороший вопрос, правда, к сожалению, риторический, на него ответа у меня нет. На эту тему в пруфах как раз вышла статья «Куда ушло золото, Вильдан?» спрашивает автор Рамиль Рахматов. Компания директора ГКЗ «Башкортостан», ведущая в Чехию, прячет концы в воду. Вот так вот. То есть концы у этой компании, судя по всему, через какие-то офшорные структуры находятся в стране, которая ныне считается недружественной. Вот какие вот у нас дела удивительные. Подробности хитросплетений, юридических тонкостей этого всего в материале Рамиля Рахматова в пруфах можете почитать. Но я лишь добавлю, не первый раз мы об этом говорим. Вот этот вот артист, с позволения сказать, Вильдан Яруллин, директор ГКЗ, помимо того, что артист, творческий человек, еще и крупный золотодобытчик, знаете, горный промышленник получается. Как еще его назвать, учитывая то, что происходит вот с его собственностью, с его бизнесом, скажем, связанным с золотодобычей в Зауралье. Тут не могу не вспомнить единственное интервью, которое Яруллин давал, опять же, еще во времена «Эхо Москвы». И тогда они сами напросились к нам, потому что им нужно было оправдаться перед, я не знаю, там, руководством ли, или перед частью общественности, скорее всего, перед руководством, на фоне того, что в коллективе ГКЗ был конфликт. И он пришел рассказывать, что на самом деле он белый и пушистый, а виноваты какие-то зачинщики этого конфликта. Очень неприятное впечатление было тогда, осадочек, мягко говоря, остался. А потом уже были вот эти вот события на Куштау, где он там, разумеется, был на стороне промышленников. И, мягко говоря, ну, лично у меня к репутации этого человека вопросов не осталось. Так. Я сейчас, Руслан, не смотрю вас, вы почему-то несправедливы во многом, бла-бла-бла. Ну, поясните, я как бы готов отвечать за любые свои слова, за любые свои мнения, где-то пояснить что-то, если непонятно. Вообще я стараюсь все-таки именно быть абсолютно объективным и справедливым. Поэтому иногда что-то может кому-то не нравиться, потому что люди имеют возможность, во-первых, заблуждаться, но, с другой стороны, имеют право на собственное мнение. Почему бы и нет? Кстати, у нас буквально вслед за мной еще один эфир, который тоже, возможно, многим из вас не понравится, но я напомню, что все-таки на «Аспектах» это место, где стараются разные точки зрения слышать, а их, даже если неприятно слышать, нужно иногда слушать. Так вот, Рустем Ахмадинуров, вице-спикер Госсобрания Курултая, бывший главный единорос Башкортостана, будет, пусть недолго, но в программе «Аспекты мнений». Вот послушайте, вот напишите, какие у вас есть вопросы в чате ему, раскритикуйте, если есть на то, что сказать. Ну, в этом же и заключается все-таки способность и возможность вести дискуссию. И ему даже в этом смысле стоит сказать спасибо, потому что он, несмотря ни на что, продолжает соглашаться, общаться с нашей аудиторией. Не с «Аспектами», не с нами, а с вами. Хотя многие эти самые, скажем так, представители его круга сейчас, мягко говоря, отказываются от этого, потому что, видите ли, Роскомнадзор заблокировал сайт, значит, нельзя, считают они. Вот есть люди относительно других, выглядящие более цивилизованно, так назовем это дело. Вот. Что у нас еще? Ну, давайте так, на засыпку, как говорится, немножечко из официального. Чего нам обещают? Ну, например, единовременную выплату контрактникам, отправляющимся на СВО в Уфе, добавляют на 200 тысяч. Представляете? Вот денег, как говорится, куры не клюют. Теперь уфимец, который заключает контракт и отправляется в зону военных действий, в сумме должен единоразово получить около 600 тысяч рублей, а именно точно 600. Башкортостан платит 205, Министерство обороны 195 и еще 200 собирается платить уфимская мэрия.
Та самая мэрия, которая всегда на все говорит, у нас денег нет. И вот, пожалуйста, на что-то у них деньги есть. Судя по всему, разнарядочка очередная пришла. Что-то вы не очень активны в последнее время в поставке военнослужащих, с позволения сказать. Ну, других версий, конечно, тут у меня даже и нет на самом деле, для чего эти дополнительные выплаты начинают вводить в условиях, когда Уфа, ну, и ее бюджет трещит буквально по швам в преддверии празднования 450-летия. Наверное, сидят и думают: господи, зачем нам это 450-летие? Вот бы его отменить вообще уже. Очень не кстати оно сейчас во всех смыслах. Прежде всего, в смысле, конечно, отсутствия бюджетов, которые могли бы позволить нормальным образом это дело отметить. Да, точно не понравится, пишет вот наша зрительница постоянная, Стобавовна. Ну, вот видите, не понравится, но смотреть-то надо. Надо же канал поддерживать с просмотрами, лайками или хотя бы дизлайками, бог с ним уже, и комментариями. Для чего этих людей зовут? Для того, чтобы, ну, какие-то, может быть, дополнительные грани, какие-то штрихи тех или иных вопросов можно было для себя почерпнуть. Не смотреть условного Ахмадинурова — это не значит, что поддерживать его, не значит, что следовать за ним. А значит лишь то, что человек, пытающийся в чем-то разобраться, действительно хочет услышать различные точки зрения. Не более того. Поэтому все-таки я призываю это делать. Когда мы слушаем только тех, кто полностью говорит нашими словами, то есть чье мнение нам полностью соответствует, от этого толку на самом деле немного. Да, терапевтический эффект с точки зрения какого-то удовлетворения имеется, но с точки зрения познания истины толку от этого никакого. Количество пунктов весового контроля увеличиваем, а количество денег уменьшается, сказал Ради Хабиров на оперативном совещании. Никогда такого не было, и вот опять так и хочется сказать на это в ответ. Наведите порядок, сказал он. Количество пунктов растет, а денег от штрафов за перегруз становится меньше. То есть они не работают. У нас 13 пунктов, которые должны работать, но из-за целого ряда причин по факту на 3 мая 11 пунктов из 13 не работают. Боже мой. Ну вот позорище же просто. Я помню этот разговор летом 22 года, когда я еще по дорогам республики ездил, эти пункты встречал и видел, что они построены недавно, но не работают. И вот тогда Хабиров уже об этом на оперативке говорил. До сих пор ничего сделать не смогли. Это какие-то банальные пункты весового контроля не могут запустить. Или не хотят. Но тут не важно, на самом деле, что происходит. Но это просто показатель того, насколько эффективно у нас руководство региона, не способное запустить даже пункты весового, извините меня, контроля. Что тут скажешь? Добавить нечего. Ждать каких-то серьезных решений и прорывов от таких руководителей, конечно, бесполезно. Дальше. Мы приняли решение продлить республиканскую программу «Башкирские дворики». Тот же самый Хабиров об этом сказал. Ну, как говорится, кому-то повезет, где-то более-менее качественный ремонт во дворах, возможно, сделают. Но в целом, опять же, у меня на этот счет есть определенный скепсис, поскольку все эти программы зачастую по возможность, ну, скажем, на этих подрядах зарабатывать тем, кому надо, а не делать на самом деле хорошо. Потому что зачастую все эти ремонты бывают не очень качественными и самое страшное, что непродуманными. То есть заставляют дворы вот этими якобы современными там игровыми площадками, стелят тротуары, но качественного преобразования публичных пространств при этом не происходит. Ну вот возьмем парки, да, вот зашли сейчас они с подобной инициативой в парк лесоводов Башкирии. На все лето его закрыли. Чтобы что, спрашивается. Чтобы через несколько лет снова опять туда зайти. И при этом дополнительно испортить природный ландшафт. Вот, в общем, такова наша картина, друзья. Я должен буду все-таки завершить, потому что уже через 7 буквально минут у нас начинается следующий эфир. Опять же, тем из вас, кто не согласен с большинством моих утверждений или часть из них не нравится, я все-таки хочу сказать, старайтесь смотреть глубже. А почему? Откуда все это произрастает? По каким причинам, скажем, некоторые точки зрения, озвучиваемые мною, отличаются от общепринятых? Ну, я банально сейчас возьму пример. Я там критикую Ильдара Юмагулова, да, экозащитника зауральского, но не за экологическую же деятельность, безусловно, а за то, что он не понимает
понимает или публично не признает причинно-следственные связи. Апеллирует к Путину, надеясь, что тот наведет порядок. Но я пытаюсь объяснить, почему это так не работает, почему это неправильно. Поэтому те из вас, кто пишет, что вот Юмагулов молодец, а вы нет, ну окей, как бы, если вы считаете, что он прав и надо надеяться на Путина, тогда в принципе, ну, тогда мы не найдем, как говорится, общего знаменателя никак. Вот. Но попытаться можно. Поэтому все-таки призываю оставаться с нами и ставить лайки под эфиром, писать комментарии и читать текущие новости. Вот. Раиль тут спрашивает. Давайте все-таки я отвечу. Я просто не видел. Для таких, как Мурзагулов, звание иноагента – этот шаг к признанию своим новым хозяевам. Вы согласны с этим? Ой, ну здесь сложно. И, знаете как, никаких новых хозяев нет. Вот это надо понимать. Вот у него их нет. Ну, работодатель, наверное, есть. Не наверное, а точно, но хозяевами я бы не называл. Я вообще против такого рода понятия. Хозяева есть, знаете, у кого? Вот у нынешних чиновников Белого дома башкортостанского. У них есть хозяин, он сидит в Кремле. А у тех, кто с большим трудом выстраивает новую жизнь, находясь за пределами Родины, тоскуя по Родине, зачастую мечтая вернуться, но не имея возможности, это совершенно неправильное определение. Поэтому я бы к Мурзаголову здесь ну, был бы, наверное, чуть более лояльнее. Да, нельзя забывать все его грехи, там, которые он совершил, в частности, в последние годы работая в Башкортостане, но, собственно, он и сам их признает, он за это просит прощения. Поэтому давайте так, время у меня, к сожалению, истекло. Если будет желание, в следующий раз более подробно на эту тему поговорим. Пока я не могу позволить себе оставаться в эфире дальше. Поэтому увидимся в ближайшее время. Следите за анонсами, будьте здоровы и всем пока.